Ну, кстати, твое Вата-шоу стало героем, и сейчас, не помню, не раз даже становится героем российской пропаганды. Я предлагаю сейчас зрителям посмотреть, кто не видел, заодно увидите фрагмент передачи, значит, программы «60 минут». Ну, есть такая дебильная программа в России для идиотов. Вот просто из соображений наблюдения за этим интеллектуальным зверинцем давайте посмотрим, как они рассуждают про программу Андрея Полтава. Давайте называть вещи своими именами. Дно пробили украинские провластные медиаресурсы, так называемые ведущие, так называемого, простите, Вата-шоу на телеканале «Прямий». Так называемый. Докатился до откровенной похабщины, это уже совершенно точно, похабщина настоящая, не так называемая. В эфире внимание на этот самый экран. Ты думаешь, я не скажу, что ваша оккупантская рашка говно, что ли? Ты думаешь, я буду бояться этого? Мягко. Думаешь, подожди секунду, думаешь, я не назову вас свинорусами, вашим исконным историческим названием, Русишвайн? До тех пор, пока вы будете на Донбассе убивать украинцев, послушай, пока вы будете убивать украинцев, я буду вас так называть. И никто меня не запретит это делать. Ну, в общем, вся программа пронизана, Игорь Ильич, вот такой вот риторикой, и там это просто самое, наверное, безобидное, что мы можем, да, там показать это с трудом. Тем не менее, эта программа выходит на канале «Прямый», канал принадлежит, никто это не скрывает, кроме самого Порошенко, что он ему принадлежит. Построен канал под выборы, там всякие гонопольские работают и так далее, и тому подобные, для того, чтобы его выбрали. Это что вообще такое? Это вот нам говорят на Украине свобода слова, это терминология современная, политическая, для кого? Чтобы что? Разумеется, это не свобода слова, это похабщина, это оскорбление нашей страны, это мерзкое, отвратительное шоу, цель которого сделать людей хуже, превратить украинцев в зверей, которых можно натравить, дать в руки автомат и послать убивать. Это человеконенавистническая идеология. Идеология фашизма, украинского национализма. Еще раз утверждаю, что нынешний украинский национализм – это есть фашизм 21 века. Ты понял, каким выводом ты их привел? Да. Мне так нравится, в кавычках, конечно, что оккупантов, российских оккупантов, которые убили уже больше 13 тысяч украинцев, которые оккупировали Крым, оккупировали Донбасс, и они удивлены, что украинцы их называют всевозможными словами, украинцы их не любят. И мы, оказывается, фашисты. И мне еще нравится, тоже опять же в кавычках, то, что они говорят, что у нас там пропагандистские какие-то каналы. Я хочу им просто напомнить вот те замечательные сюжеты про плачущих коров, распятых мальчиков и прочую белиберду, которую они накачивали россиян вот этой всей ненавистью против Украины. Благодаря их телеканалам украинцы по рейтингам в России вышли на первое место по ненависти, да, по тем народам, которым россияне испытывают больше всего ненависти. Раньше там были американцы, и мы сейчас их обогнали. Так что вот не надо нам рассказывать о том, кто кого чем накачивает. И нам точно